Самые активные действия предпринимали большевики. Они приняли решение и объявили курс на подготовку и проведение социалистической революции в России. Руководило вооруженным восстанием созданное Политбюро под руководством Владимира Ленина. Также организаторами были Лев Троцкий и Яков Свердлов. Кроме того, в Политбюро входили Иосиф Сталин, Григорий Зиновьев, Андрей Бубнов. Осуществлял руководство восстанием военно-революционный комитет Петроградского совета. В него вошли и левые эсеры. Абхазы, которые боролись за советскую власть, боролись не за идеи марксизма, а за освобождение от меньшевизма Грузии. Началом изменения политического статуса нашей страны стала февральская революция 1917 года. Главный вопрос, о котором мы можем говорить, главный вопрос, который решился, это избавление от оккупации Грузинской республики, за которую выступили практически люди различных национальностей. Даже и местные эмиграции, и армяне, и греки, и абхазцы. Все были недовольны из-за того, что они навязывали свой язык, что они проводили шовинистическую политику, начинали переселенческие дела, понимаете, оттуда переселять сюда. Вместо греков хотели заселить грузин. Есть масса документов на этот счет, о чем можно, в общем-то, прочитать в нашей литературе. Февральская революция не могла отразиться на судьбе Абхазии, так как она, как и все Закавказье, находилась в составе Российской империи. И, естественно, буржуазно-демократическая революция в феврале 1917 года вызвала большой общественный резонанс. Революционные события в России в 1917 году, я имею в виду и февральскую сначала революцию, потом уже октябрьскую, они сыграли огромную роль для абхазского народа, для истории абхазского государства. Но прежде всего необходимо отметить, что уже 8 ноября 1917 года был основан Абхазский народный совет. Одним из главных следствий революции было проведение съезда 8 ноября 1917 года, который сформировал парламент Абхазский народный совет, ориентированный на север. В этом активное участие приняли Симон Басария, первый председатель НС, Михаил Тарнава, Михаил Цагури и другие. Очень большую роль в этом сыграли чеченец Асланбек Шерипов, князья Александр Шервашидзе, Таташ Маршани. Но самое главное – это то, что тогда были приняты декларации и конституции абхазского народа. Личностей было очень много. Если брать Абхазский народный совет, это, безусловно, надо назвать и Симона Басария, он был первый председатель Абхазского народного совета парламента. Это Семен Ашхацава, который представлял Абхазию в горском правительстве. Это Михаил Тарнава, Михаил Цагурия, Дмитрий Алания, Иван Маргания, Рожден Какуба, конечно, Самсон Чанба, который с очень яркой речью выступил. Это в советское время, уже если говорить вот о периоде, который следовал за Абхазским народным советом, это, конечно, Ефрем Эшба, Нестор Лакоба, это Николай Акертава, тот же Михаил Цагури, опять он был видным деятелем, тот же Самсон Чанба. Но можно сказать, что некоторые люди, которые были депутатами Абхазского народного совета, наиболее национально ориентированные люди, они потом продолжили свою деятельность уже в советской власти. Если говорить о результатах февральской революции, в целом Абхазия и наш народ получили власть после долгого периода существования без государства. Абхазия восстановила свою государственность, стала называться Абхазией, а не Сухумским округом. Был создан АНС, парламент Абхазии, была принята декларация Конституции. Усадьба, значит, князей Шервашидзе, но в 21 году здесь был ЦИК Абхазии, потом Верховный Совет и так далее. Здесь в свое время сидел Лакоба, вот этот балкон, так называемый Лакобовский балкон. В конце концов, после войны здесь какое-то время находилась администрация президента, вот Владислав Григорьевич Арзенбе и так далее. Это действительно очень не просто красивое, да, историческое здание, но и с большой и политической истории. На самом деле февральская революция была лишь предшествием к другой, Октябрьской революции. В советской историографии ее называют Великой Октябрьской социалистической революцией. Есть и иные названия – Октябрьский переворот, Октябрьское восстание. Если в России это событие повлекло большие человеческие жертвы, то в Абхазии все прошло не так болезненно. Еще была такая особенность, если советская власть устанавливалась
во многом на крови в тот период, скажем, в России, то в Абхазии относительно мягко это все прошло. То есть не было здесь массового кровопролития, не было массовых репрессий. Абсолютно. Потому что совпало с новой экономической политикой. То есть у нас октябрь 2017 года произошел на 4 года позже, чем в России. Кто-то считает, что революция 1917 года – настоящая катастрофа, которая привела к гражданской войне. Кто-то, что это величайший шаг в истории России в сторону прогресса. Точек зрения, предположения на этот счет существует много. Тем не менее, этот этап в истории России является свершившимся фактом. Великая Октябрьская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий XX века. При всем расхождении взглядов на события вековой давности невозможно отрицать тот факт, что попытка построения на земле нового социалистического общества решающим образом изменила путь исторического развития России и оказала громадное влияние на развитие народов всей планеты, в том числе и Абхазии. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.